У Владимира Путина есть старый друг, крестный отец его старшей дочери, известный виолончелист Сергей Ралдугин. Другой друг Путина, Юрий Ковальчук, владеет Банком России, в котором у Ралдугина, кстати, есть 3% акций. Банк России помогает открыть на имя Ралдугина через панамскую фирму Mossack Fonseca 2 офшора, а менеджеры подконтрольной банку создают от его имени и другие офшорные фирмы. Компания Сергея Ралдугина заключает договор на покупку акций Роснефти. Соглашение сразу расторгается, и фирма получает $750 тысяч компенсации. Доллар за 6 миллионов. Фирма, связанная с владельцем Северстали Алексеем Мордашовым, дает офшору друга Путина кредит в $6 миллионов, а через несколько месяцев прощает долг. За это компания Ралдугина возвращает всего $1. Также за доллар фирма Ралдугина получила право требовать долг в 4 миллиарда рублей и получила его с государственного Ростелекома. Компания музыканта покупает акции у инвесткомпании «Тройка Диалог», принадлежащей Сбербанку. На следующий день акции продаются с прибылью в $400 тысяч, как будто бизнесмен заранее знал об изменении конъюнктуры рынка. Это только самые простые схемы накопления прибыли офшором кума Путина. Сам он не скрывает наличие офшоров, но комментировать вопросы журналистов-расследователей отказывается. В этом расследовании говорится о $2 миллиардах. Ну и речь идет только об одной из десятков юридических фирм.